Сегодня в Сухуме стартует финальная часть четвертого музыкального конкурса лаборатории Алисы Гицпа. А гости нашей студии — учредитель проекта, его идейный вдохновитель, народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Московского театра «Геликон-опера» Алиса Гицпа, а также заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Абхазия, народный артист Республики Башкортостан, мировая звезда оперной сцены, художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать сегодня у нас в гостях. Начинается такой сложный творческий проект. Я хотела бы вам пожелать успехов, вдохновения, всяческой поддержки со стороны наших зрителей и всей команды. Спасибо. Конкурс обретает все новые и новые горизонты, и география конкурса расширяется. С каждым годом, как мне кажется, меняется структура этого конкурса. Алиса Шалвовна, вот вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как за 4 года этот конкурс трансформировался и каких результатов на сегодняшний день вы уже добились? Всем доброе утро. Мы приступаем к последней части нашего конкурса, то есть мы выходим на уже финишную прямую. Сегодня мы начинаем прослушивание номинации «Камерное пение». Вот, собственно, уже, можно сказать, даже чем отличается наш этот конкурс от прошлогоднего. Этой номинации в прошлом году у нас не было. И вообще, если начинать с самого начала, то сначала у нас был просто вокальный конкурс, потом вокальный конкурс трансформировался в музыкальный конкурс, далее музыкальный конкурс трансформировался в музыкальный конкурс «Лабораторию». И вот сейчас мы уже имеем вот международный музыкальный конкурс «Лаборатория», в котором есть вот 3 номинации: оперное пение, камерное пение и искусство аккомпанемента. И еще, конечно, очень большим подспорьем является то, что уже 2 года нас поддерживает Президентский фонд культурных инициатив, и все 4 года существования нашего конкурса он проходит при поддержке правительства Абхазии и Министерства культуры Абхазии. Чем изменился этот конкурс? У нас появилось еще больше мастер-классов, так как это не просто конкурс, а это лаборатория, которая включает в себя и образовательный контекст. У нас проходят различные мастер-классы, тематика мастер-классов очень разнообразна, начиная от стилистики эпохи барокко, заканчивая актерским мастерством, сценической речью. Даже есть лекции определенного плана, например, продвижение себя в соцсетях, как найти себя в интернете, самопрезентация. То есть это вот все вот эти мастер-классы, тематика которых складывается из различных сегментов профессии музыканта и оперного певца. Оперный певец — это синтетический актер. Певец — это актер музыкального театра. Это певец, камерный певец, который выступает на сцене только с концертмейстером и рассказывает личную историю, делится своей личной историей и историей композиторов, да, со сцены. То есть постоянно находится в диалоге со зрителем, в диалоге с пианистом. Поэтому и конкурс наш так называется «Музыка, диалог без границ и расстояний», потому что мы постоянно находимся в диалоге. В данный момент мы тоже с вами в диалоге находимся и в диалоге с нашими зрителями. Вот. Что еще я могу сказать про наш конкурс? Он еще интересен тем, что у нас увеличивается количество партнеров, у нас увеличивается количество специальных призов. Вот, начиная с января по июнь месяц у нас будет очень много различных концертов в различных городах России. И я думаю, что с будущего года мы будем уже более плотно сотрудничать со странами Латинской Америки. Ну вот относительно участников из других стран, вот в этом году какие у нас будут гости в лице участников? Благодаря содействию МИДа Абхазии и лично Олега Мсасовича Барцыц у нас появилась участница из Никарагуа Екатерина Веласкес. Вот она буквально сегодня должна приехать. Ее привозит наше Министерство иностранных дел. Спасибо. Это, конечно, я считаю очень большим прорывом, потому что это как раз-таки наши мосты, культурные наши мосты. Никарагуа — это страна, которая признала независимость Абхазии. Конечно, вот такие события для нашего конкурса и вообще в целом для культуры и политики абхазской очень важны. И большое спасибо нашему МИДу за то, что есть вот такой огромный прорыв. Вот, насколько мне известно, все ваши участники предыдущих конкурсов, они
получают такую поддержку и дополнительный какой-то импульс в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Вы даете своего рода путевку в жизнь на большую сцену. Вот могли бы вы что-то посоветовать нашим абхазским потенциальным участникам, и что ваш конкурс может дать как прорыв вот в качестве основы платформы, быть может, в их профессии? Во-первых, участие в мастер-классах. Вот у нас Оскар Амирович Абдразаков сегодня в 6 часов будет проводить свой мастер-класс. И уже многие к нам писали, хотели к вам попасть. И вот в прошлом году у нас был солист Большого театра Роман Муравицкий, многие ребята из музыкального училища наши. Вот я знаю, что там были ученики Жанны Гумушьян, ученики Мананы Шамба. Они, не стесняясь, ничего не пугаясь, вышли на сцену, работали солистом Большого театра. И я думаю, что вот такие события для них — это мотивирующие события. То есть не нужно просто бояться, нужно себя высоко ценить. И нужно стараться добиться в своей профессии определенных успехов. Ну а как можно их добиться? Только нужно вот везде стучаться, везде показываться, ничего не стесняться. Вот вы услышали, что есть конкурс, готовьтесь, учите репертуар, подавайтесь, и вас обязательно услышат и оценят. Но если даже вы не выйдете там, в финал и не станете лауреатами, все равно этот путь для вас очень важен, потому что это копилка, это багаж, это опыт определенный, потому что любой конкурс — это подготовка определенного репертуара. Это значит, человек должен себя держать в форме, он должен заниматься, он должен нарабатывать новый репертуар. Не то, что там выучил на первом курсе музыкального училища и всю жизнь поешь, там одну арию выучил. Нет, у нас в нашем конкурсе очень большой регламент. Нужно уметь исполнять арии различных эпох, начиная от барокко, заканчивая авангардом 21 веком. Поэтому и советские композиторы, и зарубежные композиторы, и некоторые наши певцы, например, сейчас на конкурсе я услышала очень много новых для себя даже произведений. То есть получается, что и я сама тоже учусь вместе с ними, и они учатся, и они расширяют свой репертуар. Вот в этом плане, конечно, участие в любом конкурсе, не только в нашем, это очень большой стимул для роста вперед. А наш конкурс, конечно, еще и придает очень важное значение тому, что у нас помимо денежных премий есть еще специальные призы. Творческие специальные призы, так как у нас и вот Башкирский театр оперы и балета в наших партнерах, и Самарский театр оперы и балета, и оперный дом московский. Это вот такие мощные 3 организации, которые дают путевку в жизнь, можно сказать. Вот, предположим, Оскар Амирович пригласит к себе в театр какого-нибудь из наших конкурсантов, финалистов или лауреатов. Может быть, он там понравится, да, может быть, посмотрим, может даже и работу предложит ему какую-нибудь в каком-нибудь проекте, или там станет солистом труппы. То есть надо пробоваться, ничего не нужно бояться, нужно верить в свою звезду, и обязательно все получится. Ну, очень важно, вот как вы сказали ранее, Алиса Шалвовна, безусловно, учитывать и следующие моменты. Вот непосредственно ваш проект является не просто просветительским, он и носит образовательный характер. И вот на протяжении всех вот этих 4 лет мы наблюдаем, наша публика наблюдает участие таких именитых, больших мастеров мировой сцены в составе жюри. И непосредственно эти участники, члены жюри проводят также мастер-классы как дополнительный такой вот образовательный сегмент, да, скажем так. И вот я хотела бы задать вам вопрос, Оскар Амирович. Вот как вы относитесь к аналогичным музыкальным проектам и какова вероятность получения такого шанса выйти на большую сцену для наших вот участников непосредственно вот и сегодня, и на перспективу потенциальных участников? Добрый день, дорогие зрители. Отвечая на ваш вопрос, мне хотелось бы, знаете, сказать о том, что все в руках, собственно говоря, самого вокалиста, самого участника, поскольку для меня, как для уже, так сказать, опытного человека на сцене, и хочется пожелать в том, чтобы они действительно боролись за то, чтобы быть оцененным. Вот это самое главное, я считаю. И Алиса Шалвовна сказала о том, что да, нужно стремиться везде участвовать в конкурсах, готовиться, заниматься. Ведь что такое вообще талант?
Талант – это 95% работы и 5% своего таланта. Это каждодневный труд, титанический труд, потому что не только нужно выступать и петь, но нужно еще и читать, и за этим все многое скрывается. Это очень большая работа. Вот. И чтобы достичь каких-либо успехов, конечно же, нужно и получать мастер-классы, конечно же, участвовать в конкурсах, и, конечно же, много-много петь. От этого никуда, к сожалению, не деться. Мы рождены, чтобы, так сказать, самореализоваться и быть успешными. Я считаю, что этот фундамент, фундаментальная, так скажем, архитектура, на котором мы вокально должны расти. Спасибо. Но, насколько мне известно, вы очень хорошо знакомы с нашей публикой и знаете наверняка, что, несмотря на то, что наша страна Абхазия, она маленькая, но она является кузницей большого количества талантливых людей в разных направлениях и непосредственно в искусстве, в музыкальном искусстве в том числе. Вот сейчас наблюдается такая тенденция к любви, скажем так, реанимации любви к классической музыке. И это не может нас не радовать, потому что, как все мы знаем, классическая музыка формирует личность, и она помогает развиваться, да, повышает уровень интеллекта в том числе. Вот что вы можете сказать, какое-то напутственное, может быть, слово для наших молодых участников, и не только участников, вообще для нашего населения, о роли классической музыки в жизни человека и вообще в его становлении как личности? Возвращаясь к тому вопросу фундаментального искусства, я хотел бы затронуть вопрос народного искусства. Мы все люди из народа. И поскольку благословенная земля Абхазии, и здесь я считаю, что такие прекрасные, как Алиса Гицпа, да, как и многие-многие другие, конечно же, рождаются только здесь. И для меня очень важно, как для солиста, вокалиста, чтобы внутреннее вот это вот желание творческое, оно росло. То есть, конечно, нужны и консерватории, нужны и училища, нужно образовываться. И тогда будет и искусство высокого уровня. Да? Понимаем, что мы сегодня едем в центр, то есть это в Москву, учимся в Московской консерватории, Ленинградской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории и многие-многие консерватории страны. Мы все равно возвращаемся к своим исконным корням. Мы все равно приезжаем на свою малую родину, да, и мы выступаем, мы показываем наш класс. Вот мне хотелось бы, чтобы этот класс именно зарождался именно здесь. Я от всей души желаю вам, чтобы в будущем была Абхазская консерватория, чтобы здесь были потрясающие музыканты. А профессора, я думаю, они сами сюда приедут, будут с удовольствием преподавать. Спасибо. Алиса Шалвовна, вот ни для кого не секрет, что аналогичные проекты, и непосредственно ваш проект, это трудоемкий процесс. И, безусловно, он требует затратной части, требует поддержки отовсюду. И, насколько нам известно, ваш проект поддерживается нашим государством, Республикой Абхазия, правительством, непосредственно президентом Республики Абхазия Падре Зурабовичем. И вот хотелось бы немножечко поговорить о другом моменте. Все-таки искусство это как бы идет в тандеме, если можно так сказать, с меценатством. Вот существует ли культура меценатства у нас и насколько она важна вот в таких вот творческих проектах? Да, конечно, благодаря поддержке Министерства культуры и нашего правительства и Президентского фонда культурных инициатив наш конкурс вообще может реализоваться, потому что это получился, даже неожиданно для меня, очень масштабный проект, в котором очень много составляющих частей. Ну, конечно, без меценатства невозможно вообще, в принципе, искусство, развитие искусства невозможно. Оно ведь всегда поддерживалось, да, и в России 18-19 века. Были люди, которые имели много денег, купцы, интеллигенты, люди, просто любящие искусство, богатые люди, которые считали честью для себя вложить свои финансовые средства в какой-то определенный проект, в какого-то, может быть, певца или начинающего, или уже состоявшегося, или в танцора, в балет, в оперу, в искусство. За границей, например, я точно знаю, что, например, самый знаменитый театр
мира Метрополитен Опера держится на дотации от спонсоров и от меценатов. Это вообще не государственная структура, Оскар Амирович не даст соврать. Вот, это только здесь, в России, есть вот такие бюджетные оперные театры, которые на бюджете государства содержатся. Ну а такие проекты, как, например, мой, который существует, например, в определенной степени благодаря грантам, конечно, нуждаются в очень мощной финансовой поддержке инвесторской, спонсорской. Существуют ли меценаты? Они, конечно, существуют, но их очень мало. Ну вот конкретно в вашем Эта конкурсе. культура меценатства сейчас утеряна, к сожалению, хотя есть закон. Дума приняла закон о меценатстве. И вот мне очень хочется, чтобы богатые люди, которые могли бы помочь, да, развитию искусства, посмотрели немножко в нашу сторону тоже. Я понимаю, что, наверное, это убыточное мероприятие, ведь искусство не приносит никаких доходов. Искусство – это чистый альтруизм, вот просто чистой воды альтруизм. И мы им занимаемся не просто потому, что мы хотим много денег заработать, мы просто без этого жить не можем. И вот для того, чтобы помочь нам в этом, немножечко нужно мыслить немного другими категориями. Просто сделать доброе дело. И вот, конечно, имена этих людей никогда не пропадут. О них будут помнить всегда, как помнят о Дягилеве, как помнят о Саве Мамонтове, как помнят, например, Виктора Абазу, отца Эсмеджения. Ведь это был на самом деле сейчас, вот если вспоминать всех людей, которые поддерживали искусство, самый яркий, может быть, даже единственный человек в Абхазии, Виктор Абаза, который поддерживал культуру. Поэтому, конечно, мне бы очень хотелось еще раз об этом сказать вслух. Меценаты, откликнитесь. Вот мы очень вас нуждаемся. В вашем проекте есть такие имена? Вот вы можете кого-то обозначить, кто вам оказывал или оказывает поддержку в конкурсе? Вот в прошлом году у нас был такой спонсор. Это Атомэнергосбыт, Росатом. В этом году, к сожалению, у нас этого спонсора нет. Но мы сейчас вот ждем результатов премии Евразии. Да, вот надеемся еще, на то, что нам удастся важный момент, выиграть к ней. вот хотелось бы тоже подчеркнуть, что ваш проект принимает участие в такой серьезной премии «Оно Евразия». И вот буквально сегодня должны уже как бы огласить результаты, мы все этого ждем. Но тут важна даже не сама победа, а участие, безусловно, потому что номинация это уже да, и большое номинация, дело, да. номинация такая с таким звучным да. названием «Мосты дружбы». Да. Я считаю, что это в любом случае перспектива в развитии. Да. Я желаю вам успехов и в номинации, в победе, да, вот в конкурсе, и непосредственно вот сегодня уже в заключении нашей беседы, безусловно, хотела бы пожелать вам, как участникам проекта, красивого старта сегодня, таких как бы приятных, добрых впечатлений от зрителей, внимания, да, вот такой теплоты душевной и, безусловно, таких благодарных участников. Я считаю, что вы делаете большое, великое дело, вы продвигаете, популяризируете искусство Абхазии, искусство России, вообще мировое искусство в массы. Это дорогого стоит. Спасибо вам большое. Быть может, что-то хотели бы пожелать нашим зрителям, телезрителям, да, и вот участникам, в том числе Оскара Амировича. Ну, участникам я хотел бы пожелать, конечно же, успехов, и пусть выиграет сильнейший, как я всегда говорил. Ну, всем нам мира, счастья и благополучия. Я только это могу сказать, и, конечно же, очень приятно находиться здесь. Белла, спасибо огромное за приглашение, и, конечно, для меня огромная честь находиться в студии, здесь, прекрасной студии, в этой прекрасной стране. Спасибо большое, спасибо. Наш 4-й международный музыкальный конкурс «Лаборатория» уже набрал полный ход. Сейчас в Москве проходит 2-й тур нашего конкурса в 3 номинациях. Это оперное пение, камерное пение, искусство аккомпанемента. Конкурс перемежается очень интересными мастер-классами приглашенных экспертов. 20 числа мы переезжаем в Сухум и приглашаем вас на прослушивание 3-го тура, в который пройдет 50 человек-финалистов в разных номинациях. 3-й тур для оперного пения пройдет в сопровождении симфонического оркестра. А 23 числа в Абхазской государственной филармонии состоится церемония награждения и гала-концерт лауреатов нашего конкурса.
Мы приглашаем вас в Сухумскую филармонию 23 октября в 17:00. Вход для всех желающих свободный.